Другі раз у першы клас, але ўжо ў якасці настаўніцы. Гэты вучэбны год Крысціна Заруба пачынае разам з першым Е. Дзяўчына выпускніца Брэсцкага універсітэта імя Пушкіна. Стаць педагогам, гаворыць, марыла з дзяцінства. Пока получается, пока что слушаются все. Очень занимательно все в школе. Условия созданы очень хорошие. То есть и наглядность, и отдельный кабинет для первых классов. Группа продленного дня создана. Детям комфортно здесь. С детьми легко ладиться. Очень удобно с ними работать. Галоўны педагагічны сакрэт – любоў да дзяцей, падкрэслівае Крысціна. А хлопчыкі і дзяўчынкі шчыра адказваюць ёй тым жа. Учительница очень добрая и хорошая. Иногда мы на переменках играем, но она хорошо работает, не кричит на нас. У школе усе пачынанні маладых настаўнікаў падтрымліваюць. Они вносят какую-то свежую волну именно в работу с детьми. Сразу видно, что это творческие девочки, желающие работать, неравнодушные, учителя, которые любят своих детей. Это было видно сразу с первого дня, потому что они полностью погрузились в работу. У гэтым годзе школы рэгіёна сустрэлі 725 маладых настаўнікаў. Большасць – выпускнікі ВНУ Брэсцкай вобласці. Для тых, хто прыехаў здалёк, ствараюцца неабходныя для жыцця умовы, прадугледжана і дзяржаўная падтрымка. Все молодые специалисты обеспечены первым местом работы. Естественно, те гарантии социальные, которые предусмотрены для молодых специалистов, реализуются в их отношениях. А это в случае, если молодой специалист снимает жилье, оплачивается под найм жилья. Вторая социальная гарантия, если молодой специалист вынужден при получении первого места работы переехать к месту работы, выплачивается так называемое подъемное. Сегодня говорим, что каких бы то ни было сложностей в кадровом обеспечении системы образования мы не испытываем. Практически по всем специальностям, практически по всем направлениям мы обеспечены кадрами. Прымаюць маладое папаўненне і медыцынскія установы в области. Тэрапеўты, педыатры, стоматологи, акушеры, гінеколагі. Усяго каля 400 чалавек. Адна з іх – Ганна Цёлічава. Дзяўчына працуе тэрапеўтам у прыёмным пакоі Брэсцкай цэнтральнай гарбольницы. Помогать людям, наверное, это должно стоять на первом месте у каждого врача. И это является моей целью. Неважно, какая возрастная категория. Я хочу помогать, лечить всех одинаково. И я надеюсь, что у меня это все получается. Я сама брещанка, то бишь я не нуждаюсь в жилье, но те, кто нуждается в жилье, здесь предоставляются комнаты в общежитии. И в первые 2 года мне оплачивают как молодому специалисту какой-то процент от заработной платы. В этом году средний медперсонал, это имеется в виду сестры, порядка 11 сестер молодых принято. На сегодняшний день в стенах нашего стационара 8 молодых врачей работают до 2 лет. Это врачи-лаборанты, это врачи-рентгенологи. Мы довольны так, как они работают, но вообще работают по совести. І маладая настаўніца і доктар сыходзяцца ў адным. Галоўнае – штодзённая праца над сабой. Менавіта ў гэтым вераць сакрэт прафесійнага поспеху. Яўгенія Мароз, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».